На часах 9:30, на градуснике минус 57. Я собираюсь ехать в очень холодное место, которое удивит не только жителя России или иностранца, но и самого коренного якутянина. Что это за место, вы узнаете чуть позже, а пока поехали. В городе стоит густой туман, в моей голове тоже туман, потому что меня обуревают самые разные мысли. Это и страх, и неизведанность. Место, в которое мы отправляемся, одновременно и манит, и пугает. Имя этому месту и состоянию – холод. Что такое холод? Если открыть учебник физики, то мы найдем такое определение. Холод – это состояние сравнительно низкой температуры, выражаемое в субъективном ощущении, либо сравнение с более теплым состоянием окружающей среды, предмета или субстанции. Иными словами, холод – это недостаток тепла. Получается, с точки зрения физики, холода просто-напросто не существует. Такие понятия, как теплый и холодный, являются исключительно нашим субъективным восприятием. Интересно, если я, как коренной житель Якутии, знаю, что такое суровый мороз, воспринимаю холод как нечто привычное, меня не удивить, к примеру, 50-градусными морозами, то как к нему относится иностранец, избалованный жарким солнцем и в целом теплом? Я приехала здесь, когда я путешествовала по России, и первый раз были ужасные холодные. Для меня были минус 17, и, как француженка, были самые холодные, что я жила в жизни. Я сразу думала, почему ты приехала сюда. Мне был интерес по сахокультуре, да, и вот поэтому приехала. Я уже здесь 3 года. Первый год, было холодно, сложно, конечно. Второй год уже привыкала, а сейчас, я более привыкала, но эта зима очень холодная для меня тоже. Минус 50, минус 53, это совсем холодно. Первый раз, когда я приехала сюда, было очень сложно для меня дышать, потому что холод, когда идет здесь, это как будто очень больно. Сейчас я могу, но даже минус 50 это сложно. Вот зимние штаны, они вообще некрасивые, но очень удобные, и без этих запрещен гулять на улицу, мне кажется. Я одеваю шапку плюс платок, шерстный платок. Я купила в Москве, и этот здесь, тоже шерсть. Очень удобный, но даже иногда недостаточно. И у меня перчатки, но это не перчатки, я забыла, как называется. Да, это подарок саховарочки, но, к сожалению, сейчас, мне кажется, тоже они недостаточно. Когда было минус 45, минус 47, было нормально, но когда было минус 53, было вообще недостаточно. И пальто, пуховик, да, пуховик совсем очень дорогий, но я очень рада, что у меня есть. Без этого зимой не можно, и мне надо обязательно одевать капюшон с этим, тоже без шубы, как называется, без мех, мне кажется, ветер дует слишком. И все. Так, и унты, конечно. Я совсем рада иметь унты. Особо потому, что они очень красивые. И первый раз, когда я была в Якутске, у меня не были. Было холодно, недостаточно. Я очень рада, что, тоже подарок, что мне подарили. И я чувствую, как местная, потому что унты, это из Якутии, очень красивые, элегантные.
Чтобы сделать какой-то предмет холодным, надо всего лишь отнять у него тепло, передав его излишек другому предмету или среде. Так достаточно поставить слишком горячий чай на мороз, чтобы через несколько минут он остыл, отдав свое тепло окружающей среде. Или наоборот, охлаждаем свой напиток, бросая в стакан кусочки льда, которые постепенно тают, забирая лишнее тепло у сока или, к примеру, лимонада. Ну а мы, жители самого сурового в мире края, как никто другой в холодное время года отдаем свое тепло разными способами. Все они для нас являются привычными. Например, мы все ходим по городу, разговариваем, да просто стоим на остановке в конце концов и ждем своей маршрутки. Но едва ли мы найдем человека, который гоняет чаи прямо на морозе. Но есть один вид передачи тепла в окружающую среду, и он весьма экстремальный. Моржеванием занимаюсь больше 10 лет. Вот. Ну, в основном, получается, в своих краях. Но люблю путешествовать еще, и поэтому совмещаю и поездки, и купание в каких-то местах в каком-то более холодном климате. Это у меня просто такое хобби. И вот год назад увидела в интернете про моржей Саха-Якутии. Не знала, что в Якутске тоже есть клуб моржей. И прямо вот в прошлом году поклялась себе, что найду их. Надо моржевание начинать с лета, то есть с купания. Вот когда организм сам начинает уже спокойно, без стрессов привыкать к холоду. И вот таким образом вот все те, которые сейчас искупались сегодня, да, вот минус 57 градусов, все они, кто-то в этом году начал, кто-то позапрошлом году начал. Вот, все уже купаются. Морж 20-летним стажем Николай Николаевич Сафрониев. Он обратился к главному врачу нашей больницы Янце Егоровой Айталине Григорьевне. Она поддержала нашу инициативу. Также Анна Николаевна Романова, директор Янцы, тоже согласилась, поддержала инициативную работу, и мы начали исследование моржей. Ну, где-то в группе постоянно, которые занимаются моржеванием, около 10 человек. После этого мы начали исследование на инициативном начале, взяли у них кровь, на биохимию, на общий анализ. Также мазки взяли крови, чтобы изучить морфологию эритроцитов. У нас имеется растровый электронный микроскоп. Это такой большой, сильный микроскоп, японский. По всей республике он один. И он увеличивает до несколько сот тысяч. Ну вот мы рассматриваем эритроциты при таких увеличениях. Ну, наблюдаем интересные вещи.
было погружение, вот до и после взяли. Ну и за сутки, и после суток тоже. Мгм. Ну, надеемся, какие-то результаты получим. Ну, а так, таких вот исследований пока в Якутии не делалось. Окунанием сразу нельзя заниматься, к этому надо готовиться. Моржи, например, они начали готовиться прям с лета, готовиться потихоньку, опускают температуру. И мы пока никаких результатов не получили. Как результаты получим, тогда и расскажем. 19 января температура улицы была минус 57 градусов, а температура воды была 4 градуса. Всего лишь 4 градуса, и люди прямо раздевались на улице при минус 57 градусах и окунались в воду, и максимум они сидели в воде. Ну вот Николай Николаевич, он сидел минуты полторы, наверное. А в среднем так мы наблюдали примерно где-то 20 секунд. Человек, когда вот заходит в воду, некоторые прямо с головой погружались, некоторые над уровнем воды, да. Ну вот сегодня такой рекорд. Впервые в 56 градусов окунулась. Только здесь можно такое попробовать. Какие бы морозы не были, нужно ехать сюда за самыми такими острыми ощущениями. Здесь это вот на грани. Нужно быть сконцентрированной, быстро все делать. В Москве, в любой мороз, в принципе, можно искупаться, потом еще побегать. Я люблю в купальнике там кругами, не одеваясь. Здесь все по-другому. Здесь, в Якутии, действительно все по-другому. Надо быть и смелым, и рискованным, и, не побоюсь этого слова, немного безбашенным. Вообще, я почему начала заниматься, меня просто всегда как-то тянуло к всему радикальному, как-то хотелось выделиться, среди общей массы. Как в итоге оказалось, людей, которые хотят выделиться также, тоже немало. Люди объединяются в клубы. Это риск. Это каждое утро мы в состояние риска входим, да. И когда человек в состоянии риска, пробуждается дух. И когда ты осознан, когда дух пробуждается, вот это и есть очень короткое такое состояние медитации. Смогу ли я побороть и осилить свои страхи? Пока не знаю. Для начала неплохо было бы узнать резонность этого действия. Интересно, что по этому поводу думают врачи? Я вообще закончила мединститут здесь, в городе Якутске. Давно интересуюсь закаливанием человека, потому что профилактика – это и есть основа здоровья. Чем болеть, да? Это очень такое направление сейчас актуальное. И всегда интересовалась закаливанием человека, особенно в наших условиях экстремальных. И всегда хотела погрузиться в холодную воду. И позапрошлом году мне сказали, что организуется только общество моржей. Я сразу к ним подошла и с таким удовольствием начала заниматься. Во время погружения усиливается капиллярное кровообращение, то есть это гимнастика капилляров. А у нас такое условие северное. Мы мало ходим, во-первых, да. Мы все находимся в уютных, в теплых помещениях, боимся выходить на улицу, потому что там холодно. А я считаю, что это очень хороший фактор, чтобы это для нас фактор, чтобы оздоровиться. Что ж, звучит вполне убедительно. Может, провести над собой эксперимент? Пожалуй, стоит погрузиться. Нет, пока не в прорубь, а в сам процесс закаливания. Для начала ради интереса, хотя бы журналистского. Думаю, сразу нырять в омут с головой нельзя. Наверняка есть какие-то правила. Все начинается с малого, то есть надо немножко обливать, то есть познакомиться с холодом, с холодной водой. Можно в ванне, можно в душе, можно потом выходить на улицу, обливаться, да, посмотреть, как реагирует организм. А потом дальше идти в прорубь. То есть сразу прорубь, не рекомендуем. Здесь самая главная мера, то есть все должно быть в меру. То есть если ты понимаешь, что ты не подготовлен, конечно, это очень опасно. Поэтому в меру. То есть наш первый девиз – в меру. Все должно быть в меру.
Сразу скажу, что сложно было только в первый день. Трудно было, как это обычно и бывает, настроиться. Потом дело идет по накатанной. С 3-го дня закаливания я начала получать колоссальное удовольствие. И это правда, не для красивого словца. Одно непонятно. Почему же меня так затянул этот процесс? Когда человек занимается, он уже начинает на себя ощущать вот этот адреналин, вот этот внутренний жар, который начинает защищать тебя. Вот это и есть то, что называют бурый жир. Бурый жир начинает человека развиваться, и он как раз вот этот теплообмен, и вот это он помогает. Я еще думаю, сомневаюсь. Хотя я прошла курс закаливания ускоренный. Весной 2020 года я начал бегать и видел, как люди купаются в прохладную погоду. И в августе 11 таких дней, где-то 9 августа, по-моему, было, я решил попробовать. И мне это понравилось, и как-то бодрило меня, тонус появлялся, и энергия. И решил каждый день плавать, и по сей день вот плаваю, занимаюсь. Мы осенью тренировались возле пляжа, где тренажерка. И как-то в один день мы увидели, где две женщины купались в воде. И вот мне очень понравилось, как они купаются. Интересно было. И после этого мне тоже самому захотелось попробовать окунуться. Вот и с этого и пошло. Так как я тренер по брейк-дансу, и решил тоже своих учеников привлекать. И Саша не против был тоже окунуться. И я спросил Сашин родителей. Родители не против были, согласны, рады были вообще. И с Сашей вместе начали купаться в воде. Когда я в первый раз окунулся, в воде было теплее, чем на улице. И мне еще казалось, как будто вокруг меня где-то там рядом плавала рыба. Прям такое ощущение было. Было страшно, казалось, как будто сейчас укусит, возьмет. Перед нырянием мы хорошенько разогреваемся, бегаем, делаем разные упражнения. А потом, после хорошего разогрева, мы ныряем в воду. После воды тоже обязательно хорошенько разогреваемся, бегаем. Обычно бегаем и делаем разные упражнения, отжимания, пресс. Вся моя семья меня поддерживает. Я занимаюсь шу, брейк, и это у меня закаливает дух. Появляется желание дальше жить. Мотивация появляется. Настроение поднимается. Надеюсь, сил хватит. Пути назад нет. До ныряния, конечно, ты должен тоже немножко согреться. Когда чистим лед, прорубь, мы там согреваемся. Нос мерзнет. У нас с детства идет такое стереотипное мышление, что холод – это плохо, надо одеваться, комфорт, уют. То есть наши предки, конечно, много умирали от морожения, поэтому они нас защищали, А сейчас мы находимся в комфортных условиях, извините меня, у нас всегда все тепло, поэтому сейчас, наоборот, надо выходить. То есть мы понимаем, что в уюте у нас плесневеют и организм, и защитные механизмы ухудшаются. Поэтому надо выходить на холод. И холод всегда это друг, если его в меру принимать. Не надо устанавливать никаких рекордов, потому что надо просто дружить с холодом.
Потому что когда ты дружишь с холодом, ты становишься как бы мягким, спокойным. И вот это тогда холод принимается без сопротивления, без конфликта, все нормально. И тогда ты принимаешь это. И это мне дало очень хороший эффект. Я посмотрела, что у меня организм намного лучше стало себя, энергии много стало, омоложение идет конкретно. Поэтому всем рекомендую, кто хочет заниматься омоложением. У нас есть все условия для этого. И это еще профилактика вирусных заболеваний, профилактика любых заболеваний, потому что здесь повышается иммунитет. Я думаю, что для здоровья это полезно, хорошо. И я подтянулся, сбросил вес, лучше стал выглядеть и чувствую себя лучше, чем раньше. В детстве я очень больным ребенком был. Ангина у меня где-то по 4-5 в год. С температурой 39 я лежал. И потом, наверное, надоело. И услышал, что есть такое закаливание, обтирание снегом. Я тогда услышал, да. И начал обтираться снегом с 8 класса. И вот это вот постепенно потом пришел к моржеванию. Каждый должен себя послушать, свой организм. Но главное, чтобы после погружения не было обморожений. То есть можно в варежках, можно... Потому что теплоотдача идет очень мощно. Сегодня, например, 57 градусов было, да, 56, 57. Уже чувствовалось, что когда мы на улице одевались, раздевались, уже пальцы начинают неметь, там все это, вот это ты чувствуешь все это. И, соответственно, это очень экстремально, и, соответственно, следишь за этим, чтобы не отморозиться. Потому что запросто можно отморозить и пальцы, и ног, и рук, потому что в первую очередь они замерзают. У меня чувствительные кожи, и я чувствую совсем быстро в коже. А потом, мне кажется, руки. А мне надо другие перчатки совсем. О нет, я вообще не буду окунаться в ледяную воду. Вообще никогда. Ужасно, мне кажется. Все, ребята, я готова. Сказали одеть варежки, перчатки, ботиночки специальные меховые, ушки, чтобы закрыты были. Полотенце. Я пошла с Богом. Вот я всем друзьям говорю, да, вот с теми, кто сейчас ныряют в холод, можно в разведку пойти. Обычно так говорят. Кажется, мой эксперимент удался. Я довольна и восхищена нашими моржами, как они сами себя называют. Действительно, холод – понятие субъективное. Стоит поменять к нему отношение, и он станет тебе настоящим другом.